Бюджет следующего года будет отличаться от бюджетов прошлых лет. Узнаем прямо сейчас у заместителя министра финансов Коми Алексея Маегова. Алексей Павлович, достаточно непростым было обсуждение бюджета следующего года и предстоящих периодов. Удалось ли услышать тех, кто критиковал бюджет и, так скажем, удовлетворить их чаяния в цифрах? Знаете, вопрос, конечно, сложный в том смысле, что имеет несколько преломлений. То есть, с одной стороны, критиковать бюджет текущий, бюджет как документ, как проект закона, это не совсем правильная трактовка. Можно говорить о том, что часть депутатов, да даже, думаю, все депутаты, за то, чтобы увеличивать вообще доходную базу нашего регионального бюджета. Это вопрос федерального законодательства, на который надо выходить действительно с инициативами на федеральный уровень, потому что бюджетное законодательство, распределение налоговых доходов – это прерогатива федерального центра. Соответственно, это одно преломление. А другое – это именно рассмотрение документов в текущих законодательных условиях. То есть, когда мы имеем доходы, которые нам спрогнозировала налоговая служба, и, исходя из этих доходов, мы формируем проектировки бюджета. Это такой аспект. И если говорить об этом, о конкретике, то да, тут у нас были вопросы от депутатов, многочисленные вопросы, потому что изначальный тот проект, который мы внесли, он, конечно, далеко не на все их чаяния, которые они, работая на местах с людьми, видят, и чувствуют и слышат, не все отражало, безусловно. Но мы, опять-таки, исходили из тех данностей, которые были на момент внесения закона. Учитывая ситуацию в экономике в целом, цены на нефть, рост цен на сырье, нефть, газ, лес, удалось, в принципе, скорректировать прогноз по доходам, в первую очередь. Соответственно, мы получили возможность немного нарастить и расходную часть. Здесь мы постарались в рамках, конечно же, тех ограничений, которые у нас есть законодательные, учесть максимально. И были поручения главы, и поручения, скажем так, от депутатов, которые мы учли. Ясно. Но, если я правильно понимаю, у нас в республике сложилась некая традиция в части формирования бюджета, и в прежние годы его, как правило, называли социально ориентированным. Говорили о том, что некие слои населения, которые, социально зависимые, они не пострадают, в этой, допустим, в таком варианте бюджета. В этом году каким образом он сложился? В этом году бюджет практически точно так же социальный, даже, можно сказать, еще больше социальной направленности. Это традиционно, это характеристика бюджета как такового. Он не может быть иным. У нас это основной приоритет, именно поддержка социальной сферы. Хотя в этом году, конечно, мы и экономику тоже не забыли. Части поддержки инвестиций. То есть это поддержка инвестпроектов с обеспечением этих инвестпроектов соответствующей инфраструктурой. То есть дорожной сетью, либо коммунальными сетями и так далее. На это ежегодно будет предусмотрено более миллиарда рублей. Мы видим, что это окажет существенную поддержку в обрабатывающих отраслях, в том числе деревообработки. Это, безусловно, будет и в рамках особой экономической зоны, которая у нас предполагается в Сагдыгинском районе, а также и других проектов, которые деревообрабатывающая промышленность развивает в республике. Алексей Павлович, если говорить о предстоящих периодах, это 2023-2024 годы, я правильно понимаю, что их формирование бюджета на этот год будет зависеть от того, как отработает бюджет 2022 года? И будут ли там какие-то неожиданности? Понятное дело, что прогнозирование – вопрос сложный, и тут будет зависеть от многих факторов. И не только от исполнения бюджета в 2022 году, хотя и это, конечно, тоже, но и то, как мы исполним бюджет в этом году. Он еще не закончился, и мы будем ждать, насколько будут полноценно исполнены расходы и насколько будет выполнен план или перевыполнен план по доходам.
Это нам позволит сформировать остатки на следующий год. Возможно, это позволит несколько снизить параметры государственного долга, на которые все обращают внимание, что он у нас растет. И таким образом мы видим возможности к уменьшению этих параметров госдолга на перспективу. Очень важный вопрос. Предстоит ли некая индексация заработной платы бюджетников? Да, безусловно, с 1 января 2022 года предусмотрена индексация указных категорий, на которые распространяются указы президента Российской Федерации майские, на 5%. Бюджетникам, которые не отнесены к указникам, тем с 1 января также предусмотрена индексация на 4%. Также предусмотрены индексации и дотаций муниципальным образованием, и расходов на социальное обеспечение. С 1 сентября студентам, с 1 октября госслужащим и тем работникам тех учреждений, которые не относятся к майским указам, и тем, которые не относятся, собственно говоря, к социальной сфере. Алексей Павлович, спасибо вам за участие в нашей программе и за эти ответы. Спасибо.